В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. 14 и 15 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Основная тема форума – национальные проекты от стратегии к действию. Участники форума обсудят вопросы реализации национальных проектов на федеральном и региональном уровнях, приоритетные направления регионального развития и важнейшие аспекты экономического и инвестиционного потенциалов субъектов России. Как отметил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, на площадке форума обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами и высказать конкретные предложения, добавил премьер. Новый имущественный налоговый вычет на автомобили предложила ввести группа депутатов Госдумы России для жителей дальневосточных регионов. Речь в проекте идет о том, чтобы предоставить жителям Дальневосточного федерального округа возможность получения налогового вычета на приобретаемые для личных и семейных нужд автомобили. Авторами проекта предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий 1 миллиона рублей. Выплата по нему максимум 130 тысяч. По задумке депутатов, вычет может быть предоставлен не чаще, чем один раз в 5 лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении госавтоинспекции. Напомню, сегодня россияне имеют право на имущественные и социальные налоговые вычеты при покупке недвижимости, за лечение, обучение и операции с ценными бумагами. Компания «Алроса» рассматривает крупный инвестиционный проект по газификации города Удачный. Планируется, что в рамках этого проекта компания построит объекты газовой инфраструктуры, в том числе магистральный газопровод Айхал-Удачный протяженностью более 56 километров, газовую котельную и тепловые пункты. Отопление Удачного от газовых котельных позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение и сэкономить затраты на электроэнергию. Ввод объектов газовой инфраструктуры в эксплуатацию запланирован на 2023 год. По данным на начало года, задолженность потребителей за энергоресурсы перед Якутскэнерго составила более 3 миллиардов рублей, в том числе долг предприятий и организаций 2,2 миллиарда, ну а население более 900 миллионов рублей. Как известно, закон предусматривает обязательный порядок досудебного урегулирования любых споров, которые возникают на основе гражданских правоотношений. Энергокомпания всегда информирует потребителей о том, что судебного разбирательства и принудительного взыскания долга можно избежать. А досудебный порядок взыскания для потребителей имеет ряд преимуществ. Это прежде всего экономия времени и средств. Процедура происходит без вмешательства судебных органов. Она избавляет должника от ряда государственных пошлин и штрафов, что выгодно в его положении, отметили в Якутскэнерго. Компания «Якутск Экосети» прошла конкурс и стала одним из 5 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. А в сферу ее обслуживания включены Якутск, Жатай, Хангаласский, Намский и Горные Улусы. А сегодня тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вырос с прежних 2%, но не дотянул до 5% от общего платежа за жилищно-коммунальные услуги. При этом в тарифе учитываются не только транспортировка и размещение мусора на полигоне, но и инвестиционная составляющая, вычет за негативное воздействие на окружающую среду, агентские сборы и 20% НДС. А сегодня от платежа в Якутске освобожден частный сектор, где отсутствуют площадки для сбора мусора. Напомню, что к концу текущего года будет открыт первый участок нового экологически безопасного полигона на 26-м километре Вилюйского тракта. С начала года вступила в силу норма закона, предусматривающая повышение фиксированной выплаты в размере 25% лицам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет, проживающим в сельской местности и не осуществляющим трудовую деятельность. Прибавку получили более 3000 якутских пенсионеров. А в 30 лет стажа на селе засчитывается работа в определенных отраслях сельскохозяйственного производства. Это растениеводство, животноводство и рыбоводство. А всего в списке получателей прибавки более 500 сельскохозяйственных профессий. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.